Готово. Пойдем. Вітаю, мяне клічуць Анна, я паходжу з Нямецчыны. Я люблю падарожнічаць па свеце, спрабаваць розныя стравы і знаёміцца з традыцыйнай кухняю. Я прыехала ў Беларусь, бо хацела даведацца пра гэтую краіну, яе людзей і культуру, ды, вядома, скаштаваць мясцовую кухню і пабачыць, ці спадабаецца яна мне і якая страва будзе маёй улюбёнай. Эй, привет! Guten Morgen, guten Tag. Ты очень Привет. хорошо говоришь по-немецки. Да, немножечко. А что нам просто говорить? Привет, ну что мы знакомимся друг с другом. Кто начинает? Она. Я даже не поняла, просто мне сказали, что будет, немка. И я думаю, а где здесь немка? То есть, потому что у тебя очень хороший язык. Я тебе честно спасибо. говорю. Всем привет, меня зовут Валерия. Я веду кулинарные курсы и являюсь экспертом вегетарианской кухни. Расскажи, пожалуйста, Анна, ты вегетарианка или нет? Дело в том, что когда я дома в Берлине, я совсем не ем мясо, я вегетарианка. Но когда я путешествую, я очень люблю пробовать все. Я очень хочу узнать все о кухне, и поэтому, да, здесь, например, я ем мясо, да. Ну, первое белорусское блюдо, которое я попробовала, были драники. Драники, да? Как я очень люблю картошку, я очень люблю итальянскую кухню, тоже как пасту. Пасту, и да. Я очень часто просто готовлю пасту с овощами и с сыром. Мне кажется, у вас есть в Минске очень много ресторанов и кафе. И Да, везде много. почти. Да. Мне И вот у нас, нравится. смотри, веганский ресторан. Ай! Да, вот сюда, кстати, я хожу. Здесь очень вкусные роллы. Можем сюда зайти и попробовать. Да, Да? пойдем. Пошли. Ты можешь посоветовать? Посоветовать. что-нибудь? А что, ты голодная? Ты хочешь... Очень голодная. Очень голодная. Да. Выбирай. Фалафель. Фалафель или кебаб? Фалафель. О, вкусно. Ой, очень вкусно. Очень-очень. Да. Ну, фалафель это тоже очень популярно в Германии. В Германии, да? Какие блюда в Германии самые популярные? Самые популярные. Очень хороший вопрос. Да. Я даже не знаю. Я думаю, что это очень зависит от региона, от города, от района даже. Я живу в районе в Берлине, где есть очень много турков, да? Да. И поэтому у нас много дюнер, фалафель, кебаб. Да, и- восточной да, такой кухни, да? Да. Мы очень любим картошку. Вареная картошка? Да, да. В мундире. Это у нас называется картофель в мундире. Я даже не знала. Да, да, это у нас Как интересно. такое название. То есть в Германии, можно сказать, как в Беларуси тоже. Да. Все можно, любят картошку. Трохі падмацаваўшыся ў былым прамысловым раёне Менску, мы з дзяўчатамі выправіліся даследаваць вулічную ежу ў яшчэ адным модным месцы сталіцы, дзе некалі таксама працаваў буйны завод. Вот здесь делали телевизоры и делают, наверное, я не знаю, но сейчас, конечно, телевизор уже не так актуальны. Понятно. Опять дождь. Да, Идёт. дождь идет. Погода тоже похожа на погоду вашу, в да. Берлине. Ух ты! Смотри, у нас тоже эти фудтракс, это очень популярно у нас. Ух ты, как интересно, слушай. Я хочу это заснять. Какое необычное место Да. у нас, правда? Да. Посмотрим, что есть. Какие блюда. Вау. Мне кажется, здесь такое место прям идеальное для фотосессии. Да. Здесь можно Мне тоже такая же нарядиться кажется. и фотографироваться с каждым кафешкой. С каждой кафешкой. Ничего себе! Ну, это как кино? Смотри, это какое-то арт-пространство. Ага. Вау. Вау, как интересно. Да, интересно очень. Пахнет, правда, шашлыком. Не люблю этот запах. Сразу, короче, они отмели этих, всех мясоедов.
90%. Но здесь есть и для вегетарианцев Ага. что-то. А можешь меня сфотографировать А, конечно. возле вот этого кафе? Да. Раз, два, три. Красиво. Еще раз. Ты можешь прочитать, что здесь написано? Бульба? Бульба. А Знаешь, ты? что такое бульба? Нет, ты знаешь? Я знаю. Ага. А что? Бульба – это картошка на белорусской мове, на белорусском языке. Как интересно. Да. Ну, я совсем Прям вообще. удивлена, что есть Да. такие, очень много мест. Это говорит о том, что люди развиваются. Развиваются, что значит? Я даже не понимаю. Они developing. То есть люди развивают Ага, себя. Да, ну все Да? понятно, да, поняла. А пойдем посмотрим, что вот это значит. Ага. А, это пиво. Это пиво. Это пиво, точно. Ты любишь пиво? Я не пью пиво. Да. Вообще А алкоголь совсем нет? не пью. Без мяса я могу, но без алкоголя, да, я не хочу. Но это не значит, что я очень много пью. Иногда я люблю. Ух ты, смотри, какая интересная машинка. Вау. Я теперь Они знаю. не работают, нет. Они не работают. Да. Здесь так круто. Ага. Вообще. На жаль, адзіны фудтрак, які спакусіў Валерыю і Анну нешта пакаштаваць, быў зачынены, але атмасфера рэлаксу і шмат фотазонаў пакінулі ў дзяўчын добрыя ўражанні. Ich bin schon viel in meinem Leben rumgereist, insbesondere Я auch шмат in уже meiner дзе пабывала ў Schulzeit, сваім dann жыцці, gereist, асабліва ў студэнцкія гады. China, in Australien und ja, Была die ў letzten Кітаі ды Jahre Аўстраліі. hauptsächlich У in апошнія гады я ездзіла збольшага ў цэнтральную Азію ды ўсходнюю Еўропу, у прыватнасці ў Манголію, Казахстан, Расію ды Украіну. А цяпер упершыню ў Беларусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Меня зовут Анна. Меня Наталья. Добрый день, меня зовут Наталья Прокопук. Я господыня гастрономічнай аграсядзібы Валерыя и эксперт белорусской кухни. Сегодня вітаю вас у себе в гостях. О, Анна, приглашаю вас к себе в гости. ага, спасибо. Я занимаюсь тем, что распространяю белорусскую национальную кухню. О, И отлично. сегодня я хочу вам показать небольшое маленькое разнообразие того, что мы можем с вами за день приготовить. А при встрече хочу вам спеть маленькую песню. Бог Спаситель всего свету, на котором мы живем, долгие годы вам желаю, долгие годы желаю вам. Надеюсь, что вы поняли. Да, Теперь да, предлагаю немножко. вам, чтобы окунуться в мир кухни, я предлагаю вам переодеться. Вы же не будете это снимать? Как вам нравится ваш образ, пожалуйста? Ай. Наталья прапанавала Анне пачаць заглыбленне ў беларускую кухню ад самых вытокаў. Вас так полят грядки, нет? Грядки так. Сажаете огороды? Я? Нет, вообще в Германии. Да, Да, конечно, да.
Не бойся, не переживай, все будет хорошо. Мне важно, что тоже животное чувствует себя Хорошо. хорошо. И если она не хочет, я тоже не хочу. Берем и просто вот кулачками, пальчиками. Можно поочередно. Как, нажимать надо? Или Да, как? вот взять и вот просто вот руки, вот они сжимаются, вот. Разжались, вот так. Саму цицку. Вот так. Так, подожди, давай тебе, смотри. А тут и гири таскать не надо, да? А ей не больно, да? Нет. А, я поняла. Струи, может, с ними, нет? Мы пробуем молочко, не хочешь? Воздержусь? Ну, да, очень вкусно. Да, как нормальное Да. молоко. Я Да. не ожидала, что это так Всё, просто спасибо вкусно. большое. Я думала, что будет сложно. А Ну, так это не так сложно. То есть, да. если приноровиться, Да, хорошую, ну, Да. натренироваться, то Ну, будет да, вот так, как у да. хозяйки. ну, сейчас я тоже хочу корова. Ну, лично корова. Да? Спасибо вам большое. Приезжайте в гости просто. Развітваемся з кароўкай і хутенька рушым у сядзібу Наталлі, дзе будзем гатаваць традыцыйныя беларускія стравы. Для сыра надо просто молоко. Свежее. Свежее. Дам тебе оружие, Мгм. ложку, Ложку. и Понятно. мы будем ей мешать. Окей. Будешь ей все время мешать молоко, время. чтобы оно не подгорело. А, окей. Ну, я еще добавлю соли. Еще соль? Да. Есть специальное название для этого сыра? Ну, как просто свежий сыр. Клинковый клинок. Ага. От того, что в клинке, клинковый сыр. Наталья, посмотри. Иду. Я не уверена, но... Смотри, покажи. Еще оно не закипело. Не, да? окей. Ну, я Видишь? думала, что... Пенка. Ну, ищем момент, чтобы не упустить, когда влить уксус. Потому что это тоже немаловажно. Вот мы эту пеночку снимаем. Угу. Да? Угу. Так. Так, убираем. И Понятно. ждем. Ждем. Вот оно, видишь, уже постепенно начинает. Вот видишь, видишь? Да, вижу. Все, вливай, давай. Да. Вливай. Смотри, быстрее, снимай, быстрее. Смотри. Видишь, Ань, что происходит? Молоко ага. сразу Да. собралось. Смотри, вот выливаем. Мгм. Видишь, как оно? Да. Видишь, какой, ну, масса идет? Так, вот так, понимаешь? Мгм. Так, и мы сейчас повесим. Это стечет. Так. Ну, то есть, чем быстрее сыворотка стечет, тем быстрее мы положим под гнет. Окей. И тем быстрее будет конечный результат. Вот так вот всё. Пошли мы творогом заниматься, да? У нас еще творог же. Для сапраўдных гаспадыняў гатаванне сыра і тварагу толькі размінка. А вось каб спячы традыцыйны каравай, Наталля Пракапук некалькі гадоў шукала ў беларускіх вёсках каравайніц. Давялося выпытаць шмат сакрэтаў ды спячы не адзін каравай, пакуль ён не атрымаўся як у вясковых гаспадынь. Коровая я месила, у Бога хліба заслужила.
Все? Не, я думаю, что еще. Где-то по 2 минутки с каждой стороны. Вот такой караван у нас получился. Пад кіраўніцтвам Наталі Анна працавала больш як 6 гадзін запар. Дзяўчаты згатавалі шчавель на галёнцы, пальцам пханую каўбасу, дранікі ды аладкі. І, як кажуць, хто добра працуе, той добра святкуе. Смачна есці. Калі я падарожнічаю, мне вельмі падабаецца спрабаваць новыя рэчы. Што ёсць у нейкай краіне, але чаго няма ў нас, у Нямецчыне, чаго я ў нас ніколі не каштавала. Каб уразіць госцю беларускай экзотыкай, мы едзем у Налібоцкую пушчу. Стравы, якія навучаць тут рабіць, наўрад ці каштавалі нават мясцовыя, але галоўныя складнікі дакладна сустракаў кожны. Вот, смотрите, одно из первых съедобных растений, которые уже можно заготавливать, это сосна, а именно мужские шишки сосны. Всем привет, меня зовут Ольга Дзюбан, я работаю на кафедре ботаники БГУ, но сегодня приглашаю вас вместе с нами на экскурсию по растениям, где мы будем узнавать в лицо съедобные растения и потом готовить из них блюда. Растение, из которого сегодня мы будем готовить целых 2 блюда. Наверное, слышали, что съедобное растение, употребляется у нее верхняя часть, вот это вот. В сыром виде, вот прямо так, крапиву никто не кушает. Она обжигает полость рта и мало приятно. А если ее обдать кипятком или вот так вот резко в руках покрутить, то волоски в это время уничтожаются, они скалываются, так как они состоят из как будто бы тончайшего стекла, силициума-2. Мы сегодня будем из нее делать рулетики с лавашом, будем делать крапиву в кляре, добавим ее в котлеты. То есть она очень такое съедобное, вкусное растение. Пойдемте дальше, там возле речки будет интересней. Сныть. Да, растет на каких-то часто нарушенных местообитаниях, возле заборов, по огородам, на берегах водоемов. Много у нее экологических ниш. И растение, которое абсолютно пищевое. Из нее можно готовить растительные котлеты по такому же рецепту, как мясные котлеты, только заменять мясо на вот эту самую сныть, что мы сегодня с вами и сделаем. Смотрите, мы сегодня с вами будем готовить 5, я рассчитывала на 5 блюд. Это котлеты из сныти, это жареный корень лопуха, вот он, это крапива в кляре, рулетики лаваша с дикоросами, с разными травами. У нас там будет крапива, подорожник, сныть, все травы, которые мы собирали. И 5 это салатик. Я крапиву свинкам завариваю. Витаминный напиток. 19 свинкам, они же тоже травоядные, они пасутся. За 3 дні Анна праехала больш за 1000 кіламетраў. Шмат стаяла на нагах, вельмі стамілася і прысела на хвілінку адпачыць. Ды дзе там? Трэба спяшацца на фінальную дэгустацыю. Кому лопуха? Ну что похож? Он очень вкусный, очень полезный. Вось і скончылася даследаванне смаку Беларусі. Якую страву з нашага краю Анна будзе згадваць на сваёй радзіме? Ja, ich habe jetzt in den letzten Tagen wirklich sehr viele Facetten der belarussischen. У апошнія дні я пазнаёмілася з рознымі аспектамі беларускай кухні. Пачынаючы з цалкам сучасных фудтракаў Менску, пасля мы паехалі ў сядзібу да Наталлі. А сёння было зноў нешта цалкам іншае, свежыя зёлкі і гародніна з лесу.
Insgesamt bin ich total begeistert, wie facettenreich doch die Küche ist. Агулам я ў поўным захапленні ад рознабаковасці беларускай кухні і ад таго, што ў ёй насамрэч ёсць выдатныя вегетарыянскія стравы. І ўрэшце ўсё мне смакавала вельмі добра, але дранікі і аладкі спадабаліся больш за ўсё. Diese kleinen Ohladi, also diese kleinen Pfannkuchen, das hat mir doch irgendwie am besten von allen geschmeckt.